Дорогие белорусы, мы с вами обычно общаемся иначе. Но началась война, и пора поговорить откровенно. Суверенитет Беларуси не просто под угрозой. Часть суверенитета Лукашенко просто сдал. Мы уже не раздумываем, отправят ли войска на войну. Мы уже знаем, что это произойдет. И все боимся, что они могут не вернуться. Из людей, которыми восхищался весь мир, мы, белорусы, превращаемся в людей, которых начинают ненавидеть. В разных странах уже происходят стычки. Люди отказываются сотрудничать с белорусами, оскорбляют, не пропускают через границу. И все это в адрес белорусов, в стране которых жестоко зачищены любые группы активного сопротивления еще до 2020 года. У нас давно разрушено сообщество болельщиков, и нет организаций, которые могли бы дать силовой отпор. И как итог, мирные белорусы защищаются от ОМОНа, собственной армии и армии России, пока мир их обвиняет. Последние дни люди заваливают меня и мою команду сообщениями и письмами. Какой план? Что нам делать? Позовите людей на улицы. Зачем вы зовете на улицу людей? Организуйте забастовку. Вы правда все еще верите в забастовку? Примите присягу и начинайте отдавать приказы. Но когда ты отдаешь приказ, ты должен точно знать, кто его исполнит. И исполнит не из-за страха быть наказанным, как это принято у наших чиновников, а из решительности взять на себя ответственность. Но мне пишут не слова о том, что люди сами готовы сделать. Мне пишут, что должна сделать я или кто-то другой. Учителя говорят, что рабочие должны сделать забастовку. Рабочие говорят, что военные должны не идти на фронт. Активисты говорят, что должно подняться большинство, должны встать регионы. А регионы даже не до конца понимают, что Беларусь втянули в войну. Но это с наших аэродромов взлетают самолеты и сбрасывают бомбы на Житомир. С наших полей запускают ракеты на Чернигов. Через наши погранпереходы сотни танков ежедневно входят в Украину. Мне говорят, что нам нужен генерал. Да, генерал необходим. Мы искали такого человека 1,5 года. И только сейчас, когда уже началась война, наконец начали появляться люди, которые могут взять на себя такую ответственность. Мне пишут, что мы подставляем людей. В воскресенье вышли десятки тысяч белорусов. И это был героизм. Но при этом задержали более 700 человек. И я не сплю, представляя, что с ними сейчас может происходить в СИЗО. И я понимаю, что единственным способом избежать этого было бы остановиться и больше никогда никого ни к чему не призывать. Но это ничего не решит. Это понимаю и я, и каждый, кто выходит на протест в эти дни. За меня проголосовали люди. Именно поэтому я отвечаю на сообщения белорусов с критикой и поддержкой, угрозами и требованиями. Поэтому я общаюсь с международными партнерами, которые порой мне говорят, что Беларусь уже не страна. Именно поэтому мне звонят из Украины и говорят: мы видим, что вы вышли на улицы, но у нас война. Сейчас недостаточно просто быть против этой войны. И я вижу, что если мы с вами сейчас остановимся, перестанем бороться за независимость и против режима, который воюет с украинцами и сдает страну Кремлю, то все наши мечты о новой Беларуси пойдут вслед за русским военным кораблем. Диаспоры пишут мне, что белорусов начали травить, и говорят, какие обращения и петиции нужно направить европейским политикам. Друзья, я на связи с руководством Польши, Украины, Литвы, Чехии, Евросоюза. Я круглосуточно даю интервью в международных медиа, чтобы рассказать, что белорусы не равно режим. Но нужны видимые действия всех. Это вы можете писать обращения политикам стран, в которых находитесь. Их читают. Это вы можете собирать акции солидарности с Украиной. Их видят. Это вы можете на улицах и в соцсетях кричать о том, что происходит. Это заметно. Мне пишут: запустите антивоенное движение. Но антивоенное движение уже запущено белорусами. Ваш выход на улицу, акции киберпартизан, рельсовые диверсии супротива и байпола, союз матерей,
экономическое сопротивление, вывод из строя техники на предприятиях, обращение белорусской интеллигенции против войны. Все это уже происходит. Это и есть антивоенное движение. Моя задача — объединить это в одну силу, рассказать о нем всем и опубликовать его манифест. Но есть только одна единственная гарантия успеха этого движения. Если каждый, кто смотрит это видео, спросит себя, что готов сделать именно он или она. Не только рабочие, не только партизаны, не только военные, не любые другие люди, а именно вы. Я знаю, что в вас есть сила. Я знаю, что вы способны на очень многое. Я видела это своими глазами. И что бы сейчас ни говорили про белорусов, я не верю, что мы готовы сдаться. Люди из моей команды и демократических сил последние несколько дней уезжают на фронт к украинцам. Я горжусь ими, хоть мне и очень сложно их отпускать. И туда будут уезжать новые и новые белорусы. Фонд «Байсол» занимается поставкой экипировки на фронт в Украину. Фонд «Страна для жизни», Центр белорусской солидарности помогают тем, кто бежит из Украины в Польшу. Супротив помогает формировать отряды белорусов для отправки на фронт. Диаспора каждый день создает множество инициатив помощи Украине. Ссылки на них я оставлю под видео. Противостояние войне в Украине и борьба за демократию — это теперь две цели одного большого движения. Мобилизация уже идет полным ходом. Но если нужно, чтобы я, взяв на себя ответственность национального лидера, сказала это официально, то я говорю: я объявляю антивоенную мобилизацию. В ближайшую неделю все ваши действия должны привести к двум результатам. Белорусов перестают воспринимать как агрессоров, и белорусские военные отказываются участвовать в войне или сразу переходят на сторону украинцев. Это не разовая акция. Это наши приоритеты на каждый день. И это значит, что прямо сейчас мы должны: первое — работать с информационным фронтом, распространять правду и бороться с пропагандой, чтобы мешать информационной войне, которую ведут диктаторы. Второе — мобилизовать матерей, чтобы помешать отправке их сыновей, братьев и мужей воевать против украинцев. Оказывать давление на органы власти и военкоматы, требовать информацию о местоположении ваших мужчин и прекращения отправки на фронт. Третье — делать все, чтобы мешать режиму воевать, проявлять неповиновение, готовить забастовку, выводить из строя технику и замедлять ее работу, парализовать работу государственной инфраструктуры, не вредя здоровью и жизням людей. Четвертое — усилить экономическое сопротивление, забирать вклады, обналичивать счета, лишать режим денег. Пятое — формировать белорусский корпус из добровольцев, которые готовы защищать украинские города, быть медиками или логистами на стороне Украины. Вот план. И он сработает, когда каждый возьмет на себя ответственность за его исполнение. Живи Беларусь и слава Украине!